السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Есть такое мастера, что всем добро пожаловать. Адлан, ва алейкум салам. Аслан, юго-запад, ва алейкум салам, что масу. Да я не знаю, что там написано, я говорю не об этом. Вот. А остальное, личная информация, как говорится, ну, а что ты хотел? Попытка, не пытка, пробовать везде себя нужно. Очень много занимался общественной НКО, политтехнологиями, то есть это для меня не новое, касающееся внутренней и внешней политики. В этих вопросах тоже как бы разбираемся. Первое высшее образование у меня историческое, история. Вот. Второе это государственная служба. Пытался, много читаю, люблю музыку, люблю читать, люблю, что еще люблю? Увлекаюсь немножко технологиями. Какую партию? Нохчи партию. Потом, что еще? Вот как-то так. Да, я люблю музыку. Мусульманин, суннит. Ну, осталось еще месяца 2-3. Через 3 месяца я уже говорить, что мне 30 хвостиком не буду. Это будет, как говорится, уже пиком, наверное. Что последние эти 2-3 месяца я вас помучаю, потом уже будет видно. Вполне возможно уже там, если даже столько протяну, будет видно. Что касается слова Мусы Темишева, ну почему? Очень хорошо написано. Неплохо сказал. Да, это был Шамиль Савош Саюртху Аллах Дайрез Хил Дайрез Мас Далдуху Ахуэлу Дикдешниш Айлан. Рамштайн Миштхет, он Рамштайн Дикхет. Слушал Рамштайн. Есть некоторые песни, которые очень сильно нравится. Ассаламу алейкум ашлам. Что будет через 3 месяца? Я не говорю, что будет что-то через 3 месяца. Наверное, я, как говорится, возможно, завершу свою карьеру. В плане посмотрим свой блог. Духаст. Я. Зергут. Ассаламу алейкум, нохшигенты, ва алейкум ассалам. Откуда такой вывод об Арху? Кисть куда обошла? Можно обратиться к властям Грузии, чтобы Кулумбеков про нас не говорил. Сомневаюсь. Иншаллах, завершишь. Во-во. Ты вот побольше таких вещей говори, я точно... Sa telefon çağırıp biyemeyet kızbek başlamsın ilk şumabat. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Что масу? По мере возможности. Ну что, я постараюсь, я не знаю, надо что-то менять, так невозможно все время. Это будет... Я за
за это время постараюсь, как говорится. Посмотрим. Уже все время, я не знаю, сколько протянет. Там есть свои, как говорится, технические проблемы. Шабашлам хайзу шуэг еш ларца ворит, что задонатить, вообще. Казбек, задонатить дальше. Дакешки проходы, Муса Темишев, сам Карабулак, Ворство, знает, что сказать за Ворство. В Москве, Московской области 2000 чеченцев прописано. Завершу то, армейцы будут ликовать. Потому что лингвистами доказано, самый архаичный диалект Чебрла Шарой, а этот диалект сильно отличается от ингушского. Пошла тема по диалектам. Грюрт, да, Магомед Анзоров только слушает Таня. Тани нету в эфире, Джузи. Если ты не зайдешь в директ, ты не скажешь ей. Ина Темечка. Ассаламу алейкум. Смотрел, где говорил Темишев? Смотрел. Где говорил Темишев о том, что писал Кадзоев в письме о Грузии. Валялся со смеху. Это я не видел. Башлам, добавь нам кого-нибудь обязательно интересного. Кого интересного и кого я должен добавить. Вот. Так вот. Сказал, как есть, ведь Башлам, ты реально один из немногих, кто действительно переживает и делает все возможное ради нашествия. Дерес хил Машо, Деггер Боштала, Аллах Рез хил. Лайк шхист, да, дец малулаш, генте. Есть еще материалы, очень серьезные материалы, да, Аллах. Я надеюсь, что которых еще многие не печатали, не показывали. Их тоже обнародуем, покажем, по крайней мере, все, что возможно сделать, сделаем. Все, что от меня зависит. Ну, ресурсы, неограниченных ресурсов, кроме как исторических, других у меня пока нету. Будет ли возможно продолжать, я не знаю. Брат Амад задонатил, Амад Аллах дал савел, гаданат бодиснек израшка соудолил хаузендер. Вот поэтому материали, есо, карвели, ювели, Бог дать, что не думайте, возвели, дать. Так, материал шум штукью, скажите Темишу, что вышел с тобой в эфир. Поэтому мы, что касается истории, по истории, конечно же, мой материал шваликум асалам. Что сказал Кашбек, что вы говорите, амин, я не вижу. А часть Орства говорят, что они отдельный народ. Да, конечно. Сегодня они так говорят, верно, подмечено. Башлам проблем, адетиньят, и ей мацбакой. Я не знаю. Видать, карблаки стали евреями, стали ангушевцами. Я не слышал такого, что они стали ангушевцами или нет, я не знаю. Каждый волен выбирать себе. Башлам почаще на выходе делай прямые эфиры, это очень интересно. Просто вечером мне зайти не проблема, но многие, к сожалению, бывают заняты. Реальный ответ, Рез брат. Овался. Не понял, Башлам, материал я сделала. Башлам. Не понял я, Башлам. Но так говорят именно Орства из Ингушетии, из чего будет? Не знаю, Башлам, ассаламу алейкум. Сейчас смотрел совет тейпов древней Нали, там новый выпуск сказок. Походу вы не упускаете момента, чтобы кого-то прошерстить, но я не смотрел. Дела даже нету. У нас своего исторического материала, у нас очень много. Башлам цауза алгашит. Я этни донат хлех. Да, присылали. Много раз присылали, но, наверное, раз 10 присылали, по крайней мере.
Алаш я донат. Конечно, не такие большие суммы, как Амаду. Ну, вот присылали, причем с пометкой, Алма Алхара, туда-сюда. Не знаю, может быть, Башлам, братик, купи сегодня, типа, Башлам, братик, купи сегодня телефон. Суетологи, я не понял вопроса. Я не купил ни планшет, ни телефон, ничего я не покупал. Алейкум салам. Я заходил к другу, который продает телефоны, но для другого совсем. Башлам, там они про нас болтают опять в комментарии. Я даже узнал, что Орство это еще и евреи, нарнийцы удивляют. Орство, проживающие в республике, имеет полное право идентифицировать себя карабулаками. Орство не именовать же карабулаками себя ангуштовцев назрановцев после 5-го пункта присяги. Во Министерство по истории хундок зарплата акен мелушу поддержка янеш майер мечаму. Нету такого министерства. Абу-Бакр Измаилов, ты, видимо, общественный день, может, зайдешь. Братик, я думал, ты покупаешь для эфиров, может, но... Не, Ваша. Это я, Датсон, даже не думай. Я зашел, чтобы... у меня брат Айса работает там. Он просил зайти, пообщаться как раз по разным по темам. Я зашел к нему. Он, как говорится, надо было стекло приклеить там, чтобы не так все плохо было, выглядело. И батарея у Махаш чехол, он тоже вот так своеобразный. Задонатил он, так сказать. Посидели, пообщались, выпили кофе, и я ушел. Как пришел пешком, так и ушел. Валлахи, я посмотрел на iPhone, но это был 12-й. Он стоил 105 тысяч. Как посмотрел, так и развернулся и ушел. 105 800 рублей стоил. Поэтому такую сумму я из-за год не собирал. С этими донатами-то тем более. Поэтому походу все меня видели, но однако кто подошел там поговорить со мной, никто не поговорил, кроме двух ребят. Да, суетолог стоил 105 тысяч. Я все знаю. Конечно, знаю. В основном знаю, но, может быть, какие-то нюансы я не могу знать. Количество, когда уехали, где упоминаются. Я же об этом писал, публиковал это. Башлам, я сегодня скидывал ролик заседания Совета ингушского народа. Обратил внимание, как скромно вел себя там Ахмад Бархо. Не то, что тут в эфире перебивают всех, не дают говорить. Башлам, iPhone 13, он сани ошсагова царкуратик. Маршо ДРС Хейл. Башлам, если ты взглянул на него, да еще даже спросил, сколько стоит, значит точно что-то намечается. Нет, я не спросил, сколько он стоит. Там был ценник, это раз. Во-вторых, я смотрел на AirPods, когда увидел стоимость, они там стоили 15 700 или 15 500. Просто поинтересовался, ни более, ни меньше, ничего не намечается. Если я купить собрался или купил бы, сразу бы было всем лучше комп купить, чем телефон. Тоже верно, но комп за такие деньги точно, за 105 тысяч должен за тебя мыть посуду, наливать чай, пить, печатать деньги, иметь встроенную машину времени. Нет, это был обычно 12-й Max Pro, он называется, как кажется. Вот он был, я даже не заметил, сколько гигабайтов, просто сумма была большая. Бархо такой. Я не смотрел этот совет заседания, честно вам скажу, я такие вещи редко смотрю. Пошла, будем надеяться, что в скором времени у тебя он будет, братва, давайте. Смешно, Машу, смешно, братишка. Ну, ДРС Хилл за искреннее пожелание, я, честно сказать,
понимаю твой юмор, твой сарказм, но поэтому лучше приору купить. Нет, приоры у меня свои ноги. Маргада Амада заявила, что орство не имеет земли. И что орство ассимилировали уже ингушевцы. Ну, если он такое сказал, значит, они ответить должны сами. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Поэтому я еще раз прошу, уважаемые подписчики с Республики Ингушетия, я прошу вас и всех, кто здесь сидит, и кто передает и говорит всякие глупости, шай-на-хай, я клянусь именем Всевышнего Аллаха, Аллахи, Биллахи, Талахи, у меня нету ненависти ни к одному народу, ни к ингушам, ни к осетинам, ни дагестанцам, никому нету у меня ненависти, и никогда не было. Если вы смотрите мои посты, они целенаправленно направлены против лжецов, подлецов и утырков, которые оскорбляют мой народ, воруют, что лежит на глазах, попадется им, или же относятся несправедливо к чеченским, к нохчетейпам. Я отвечаю только этим людям. Никому больше я ничего не говорил и никого не напрягал. Я не знаю, зачем вы распространяете этот бред, и потом ребята заходят с вашей Ингушетии, и первый вопрос, который они задают, за что ты ненавидишь Ингушетию? Я в жизни с ними не имел ничего. За что мне их ненавидеть? Весь народ не виноват в том, что если в каждом народе есть плохие и хорошие люди. Понимаете? Поэтому мне не нужно, Соузбек не надо никого приглашать. Когда нужно будет, я приглашу кого-нибудь. Вот. Поэтому не стоит распространять слухи и какие-то невежеские информацию обо мне. Вы себе хуже делаете. Вы очищаете меня от грехов, и у меня ненависть только тех, кого я называю нарнийцами. А если вы говорите, что вы нарнийцы, значит вы, особенно все, кто говорит, что они нарнийцы, они являются теми людьми, кто оскорбляет непосредственно нохчий народ. Они оскорбляют не только нохчий народ, они оскорбляют всех вокруг. Вот. И осетин, и кабардинцев, и все остальные, кроме грузин и карачаевцев, кажется. Или с другой стороны, которые там себе угоду тоже называют. Кто-то, опять же кто-то, я не называю, что это все. Это исторический паблик. Здесь наша история, наши традиции, шутки, какие-то свои проблемы вполне возможно. Вот. Ни больше, ни меньше. Юмор, да, сарказм, да, улыбаюсь, там, задают вопросы, хунядин, ты улыбаешься, смеешься, когда говорят про ингушей. Да я всегда смеюсь, я веселый человек по жизни. Если что-то смешное говорят, я смеюсь. С рыжих смеюсь, потому что я хоть и сам рыжий, смеюсь. С пухлых, жирных, или как вы их называете, я не знаю. С них смеюсь. Не потому что мне, прям так по кайфу. Нет, потому что сам вполне себе упитанный человек. Вот. Алейкум ассалам. Цундыра, есть, конечно, предел всему. Когда начинают оскорблять, заходят, рассказывают здесь сказки, я не собираюсь гладить кого-то по голове. Башлан, тебе нужно выйти на новый уровень по решению вопроса, что с уарство это чеченцы. Нужно всем решить. Уважаемые мои братья, все представители Лорд Уотсхан передача Ханцея Кирхачо Болбяшу по истории. Но если меня заметили, альхамдулилlah, хорошо. Я работаю, да, по картам, по книгам работаю, опровергаю.
кто там сказал или не сказал, я не знаю. Огромная благодарность в любом случае. Кто бы, всем моим братьям, все, кто обо мне хорошо отзывается, Аллах дайрес хилкшун масальна. Все, кто мне помогает, Аллах да лашиq энхиятам цани, эзашка соудах кшюгдаш дуэлшун. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши хорошие, добрые слова, наверное, давно бы все закончилось. Я встречаю на улице людей, подходят, обнимают, салам акка. Мне это очень приятно. Значит, я не занимаюсь ничем плохим, я не оскорбляю людей, я стремлюсь только к правде, к истине. Я не говорю, что я хороший. Моя личная жизнь, мое поведение, там где-то что-то я там в молодости делал, или третье, десятое, это уже совсем другое. Я никого не прошу копаться в моем белье. И сам не копаюсь в чужом. Так, и нам поступил донат от Руслана. Руслан, Аллах дал Аллах донат. Дал духуахуэн. Вот. Поэтому, я не знаю, конечно. Башлам, валлахи, они все прекрасно знают, о чем ты говоришь и что ты говоришь. Все в твоем эфире не пропускают целенаправленное специальное распространение про тебя лжив. Ну, ас-шугюват акаба. Вы бываете на каждом моем эфире. Вы знаете, что я никогда в жизни не призывал ни к экстремизму, ни к терроризму. Никогда в жизни. Наоборот, даже когда начинали говорить про войну, я всегда останавливал. Я всегда останавливал, говорил, выжри, шейн проблемы, не делайте себе проблему. Есть ЦП, есть отдельные структуры, которые, это вы прекрасно знаете. Незнание закона не освобождает от ответственности. Разжигание межнациональной розни, это тоже уже статья. Клевета, это тоже статья. Если бы я хотел, чтобы хоть одному человеку было плохо, я бы дал бы вам говорить все, что угодно, а потом бы вас зафиксировали. Вот и все. Абу Бакр с донатиятин, Абу Бакр, Аллах да саавел, бодиснак эзершка соуда акыл өзінде рокуна. Я не знаю, вы знаете, сегодня пришел ко мне человек, вообще заходит ко мне в эфир, задает подлые, поганые своим ртом, открывает, задает какие-то вопросы касаемо отношения чеченцев, нохчи с осетинами, или с дагестанцами, или с остальным, упрекает меня в том, что у нас есть какие-то прекрасные отношения, потом вырезает этот комментарий, как конченое, подлое, я даже не знаю, как назвать, оно бежит и распространяет слухи, опять же подставляя, стравливая друг против друга. Еще раз повторюсь, меня не интересуют взаимоотношения других регионов между собой. Мы все являемся субъектами Российской Федерации. Меня исторически, если какие-то были взаимоотношения с соседними регионами, это одно дело. А то, что у вас есть с кем-то проблемы, и вы хотите втянуть кого-то для провокации в эти проблемы чеченцев, нет. Я как раз таки призываю и говорю, ни в коем случае ни один чеченец, ни один нохчи не должен втягивать. Нет, я для вас, и чтобы мы на будущее знали. Прекрасные, великолепные отношения у нас с адыгами, с лезгинами и со всеми братьями, кто к нам хорошо относится, и даже с грузинами. Хотя мы ни за кем не бегаем, никого не просим. Но есть какие-то исторические ряд вопросов, которые до сих пор не решаются. Даже в плане того, что в принципе должно было быть решено по принятию, там, как говорится, давно принятый закон о реабилитации и освобождении там, домов, будь то или все остальное. Вот. Когда была ситуация в Панкийском ущелье, мы тоже это комментировали, говорили и переживали за своих братьев. Мы не занимали позицию в этом вопросе, там конкретно не рассказывали сказки, что якобы с Панкиси хотят захватить землю и эти земли присоединить к Чечне.
насколько нужно быть утырком и конченным дегенератом, чтобы люди понимали или говорили, что неграничащая территория Панкийского ущелья хотят отобрать и так далее. Поэтому, я не знаю, Башлам, это номер Сбербанка. Да, Борзорство, это номер Сбербанка. Если в Европе находится, то на моем канале есть PayPal. Так, задонатила Хеда, сестра Хеда. Сила в правде, Аллах эту буэлха. Хед будиснек изашка соуда кил Аллах да саадуэл да дукья хюэла үзендер. Дегмеллах чунтир сахил хаданат. Так. Дальше. Паник я жгуч бюрцацвег. Так, Борзик, братик. Паник я жгуч уэлэр. Цацвег. Да. А чё вы... Юсуп задонатил. Юсуп хаданат акача. Да, сайл хаданат да лухуахуа. Так, подождите. Дальше. Дальше. А чё вы... Так, Башлам, был Байсангур в Гунибе. Многие отрицают этого. Я же делаю все, чтобы найти доказательство, что это косвенное доказательство того, что он был в Гунибе, есть. Еще раз повторю. И вовсе имам Алим Султанов и Тимур Муцураев, они не имеют никакого отношения. Но по сказаниям, описанным тиндинцев, по сказаниям лакцев, по историческому роману, некоторых источниках говорят, что Байсангур Биноевский был в Гунибе и смог уйти. Доказательства того, что он был или нету, конечно, у меня прямых и четких прямо доказательств нету, но мы работаем. Время от времени все становится явным и ясным. Некоторые утверждают, что не было вообще Байсангура как человека, а потом уже пришлось признать и пришлось показать. Хотя это было достаточно доказательств и очень много. Вот. А что касается, что люди не верят и говорят, что якобы там в Гуниб, ты был в Гунибе, мне задавали вопрос, что оттуда невозможно убежать и так далее и тому подобное. Вы были когда-нибудь, я этим людям хочу задать вопрос, вы были когда-нибудь в Гунибе, в Ахульга? Вы видели место, откуда якобы прыгнул имам Шамиль с ребенком, там, перевязанным за спиной или на груди, и прыгнул место, куда он смог допрыгнуть? Ни один олимпийский чемпион без всякого ребенка на плоском месте даже не сможет осилить такой прыжок и место, куда он якобы спрыгнул с крепости Ахульга. Вы в это верите? Если вы в это верите, мы тоже верим в то, что вполне возможно, может быть, был там Байсангур Биноевский, был в Гунибе. Я не утверждаю, что он был однозначно, 100%. Нет. Мы работаем, мы ищем, смотрим. Доказательства, исследования, они продолжаются. Поэтому кто и как было у чеченцев, последнее слово должно быть за чеченцем. Может был, может не был, но исследовать этот вопрос нужно. Вот. Если другие люди, которые утверждают, нарнийцы, которые утверждают, что не был, ну, ваш Гургал 3 дня там без головы или 3 часа воевал без головы против, не знаю, там, кого он там воевал, правда. Я в основном не знаю, вообще воевали вы или нет. Но воевал. Если вы это верите, ну, значит, и придется верить в то, что, естественно, существовавшийся Байсангур Биноевский тоже был, и с этим проблем не должно быть. Вот. Саид Мухаммад Уца Герспеш, кто сильно Дейлер Салам Маршал Хилл,
Господин 090. Был, не был, Байсангур, Вахульга не являет его. Но это само собой. Башлам Гургал был под да хоть под метадоном он был, я не знаю, под чем он был еще. Брат Микаил задонатил, Микаил дал Саадуэл, дал эту бойл ваш борз орстху, орстху берзлушкар донат кача, орстху вежри держаться де Аллах дал эту бойл шу дал дух да дуэл шу, уйца душу иншаллах. Дал Саадуэл будисник езашка соуда кил. Так, Гургал был под шофе. Ну, не знаю, под чем он там был. Амад, ты не знаешь тему про Гургала? Ты, наверное, единственный человек, который не знает про это. Ну, тот, который без головы, база, без головы. Так. Предводитель Пхагалы. Нет, уважаемый мой брат, сегодня как раз таки ты и вчера спрашивал, и сейчас отвечаю. У меня и PayPal, и Kiwi, вот кроме сбербанковской карты, все на нулевом балансе. Если что-нибудь туда бы поступило от тебя, я бы сразу сообщил. Поэтому каждый может верить. Лорди язди иду асхон поддерживать еш широкомасштабно. Моя зе везри цавешуна. Я не хочу, чтобы его мушмадиц соцанга дихарштя шват, цанга его мушлила шват. Я работаю, занимаюсь этой работой. Цанга цаума ехаш лишват, я хочу ават. Донат это добровольное пожертвование, кто хочет, поддерживает. Кто бы не был, кто бы не пришел в эфир, кто хочет, тот поддерживает. Кто не хочет, не имеет возможности, тот лайкает, отправляет, кто-то книги покупает, кто-то с картами помогает. Я не люблю вот такие вещи, когда цангерца ехаешь, шалуш дол хумдой, шадеш дол хума дейл дуахалдиз, а дихардин деш дол хумниста, цундер мамон шебол вершу. У него свои работы, и таких, как я, очень много. Я по своей работе. Я вас прошу, Израиль, дегер дочтол, хундуй цавешун. Это бег вайдиду дочена от айдуай. Вот. По-разному бывает ситуация. Вот этот телефон, который здесь есть, мне тоже вот во время эфира брат увидел и сказал, что он хочет поддержать, и подарил этот телефон. Прошло, это было 2-3 года тому назад. 2 года тому назад, кажется. Нет, 3 года тому назад это было. Никого ничего не просили и не собираюсь просить. Поэтому мы свободные, работаем, пишем, защищаем. Единственное, что мне нужно было, это было распечатки карт хорошего качества. Карта у меня в электронном виде есть, а распечатка вот немножко сложновато. Они, конечно, дорогое удовольствие, но и все-таки надо все больше работать с картами. Без этого никак. Вежрия, стажим собор, да, асан хейдуэтен, соит хавошун, стаканчу хейдуэтен хавошунсу.
طبعا عشيوة شوية نير صوت شو حوشل царь, они мхамцы мутте'наsun. Пончик, значит, нашему братику пончики нравятся. Кегада, муха. لا حويز السونة بايا حيمير ويز عارون سوء سوير يا دا مارشال دي هوندانيا ودير درتيش هونا زوديش ساوي يوقع مامي пирожки ديري ويا пирожки تя عجل صبر عجل домой. يغتي يرفض فت لا يغتي خوي بونشك нет хамси мутукар сундан сайду дан и дата сес морз дук морз ديك تري دوق озере. Так что ищет хама штук что нужно. Так, не Олин истинный чеченец, ни один истинный чеченец не простит это, не понял, ушам то, что нет прощения, потом я должен, не понял я вопроса, ладно. Башлам, как ты думаешь, нас закроют до декабря? Нет, не закроют на карантин до декабря. Считаю, что нет. Нет такой информации. Он ищел поддержки ради народной истории. Мы ящил as only truth. Дерес хилоша ящил чуши это больше иштаирю. Цанга дихаш дэши хум шлилур дать свой. Я такие вещи не люблю. Рома я царь даун квестна бая. Олла хат сунам. مجري وي نوخشي قوم حات يا خلا دات يا خير دات ويت آيات الله ساعد يوش ويج ساعد ياخا ويت آيات الله يديوخر دات تندير الله دار دينش دي كان وريز دو دعني استردو دا وحا سيونا лادец شادق Пошла это я Берсанов Атланты, знаешь, как сыграл Ливерпуль. Знаю, 5-0. Ладно, сейчас я перезагружу полностью эфир. И хочу довлечь, мне надо перезагрузить, а иначе эфир не сохранится. Я сейчас быстро перезагружу и возвращайтесь все, не теряйтесь. Адлан, это было фиаско, братан, это было фиаско.
Уах. Нохчи Турпал. Нет. Там говорится о Галанчожском, Шаройском, Шатойском и Тумгалинском. Вот с этой области все. Алейкум ассалам алейкум. Ишь, спустились с горной гряды. Все. Нету ни одного тейпа, который плоскостной тейп чеченского народа. Таких тейпов нету. Все спустились с гор, а иначе сформировавшийся на плоскостной территории, он не является исконно нохчи тейпом. Он не может являться исконно нохчи тейпом. Они начинают, конечно, я имею в виду, ответвление появляется каких-то тейпов. Я сейчас не хочу не называть имена, потом это звонки, потом эти разговоры о том, вот как же так, вот мы же сформировались, мы же большой тейп, мы же существуем. Еще раз повторю. Первые самые большие тейпы сформировались и спустились с гор. Мы не плоскостной народ, мы горцы, вне всякого сомнения. Цундера, надо понимать, где, чем мы занимаемся и как мы занимались, чем мы занимались в древности. Вот, притоки, верхние притоки Аргуна считаются в основном у Арганцанию, там самое большое скопление по ходу вдоль реки Аргун, именно формирование. Шаройский, Шатойский, Тумкалинский, Галанчожский район. Вот в эта область как бы сердце нашей родины, горные районы. Мое ажую ер худуичту. Это ты, полковник? Это я, полковник. Домой. Вот, поэтому Рикхо пагалшум архуя сервой. Арихе я увидел сразу. Да, я формирование тейпов. И те люди, которые якобы начинают говорить, что мы сформировались دور на طانا плоскостной قانا территории, دائما нет صاروخ такого, إبراهيم. понимаете? Нет таких тейпов. Плоскостные земли, они были нашими. Но время от времени часто покидаемые нами в горы. А что за 6 руками ты делаешь? Домой. Это обозначает к нарнийцам. Башлам, из какого тейпа Одимулла говорят, что был Шоной. Шоно. Ну, есть и другие версии. Но я слышал, что Шоно. Одимулла, что он был. Про него я, кстати, подготовлю материал. Давно пытался сделать, но никак не доходит очередь, как говорится. Сейчас слишком много материалов про западные, восточные наши земли, качкалыковцев, ауховцев. Очень большой материал. Также я буду печатать, конечно, вне всякого сомнения, про Сунжинский, Молгобекский район. Эти документы я тоже буду печатать, как формировалось это, в какое время, в какие года, причем детально, все как было в истории, начиная с 1934 года, во время, когда они присоединились, и до этого периода, кто заселял эти земли, все это будет, вы не переживайте, иншаллах, только исторические моменты, ничего больше лишнего не будет, спорить я ни с кем не собираюсь, обсуждать это, в принципе, тоже смысла нету. Знаете что? Самое верное в этой ситуации, это то, что не нужно сейчас говорить, как говорится, о пограничных каких-то территориях. Мы будем излагать документы. Да, там очень много моментов именно по спорным территориям. В то время еще они были не спорными. Кто заселял, как, узнаете, да, Аллаха всему свое время. Поэтому
очень сильно и много я буду писать про Уарстхо, Мелхи, Аухо, Кисти, вот про эти тейпы, документы выкладывать по мере возможности. Вот. Экки я сказал, да, Экки тоже. Поэтому материалов будет много. Про Аух, междуречие Терека и Сулаха, про Аух будет тоже много интересного. Забегать вперед не буду. Не все, как вы думаете, нужно говорить, показывать одновременно. Но я обещаю, что порадую вас много чем интересным. В принципе, не только информативно там, и рассказывать тоже буду. Буду рассказывать, буду пояснять, где, какие книги, что, да как. Вот. Никакого пафоса, никакого там унижения, оскорбления кого-либо, только констатировать факты. Факты, вот, как говорится. Вот. Поэтому, по крайней мере, алейкум ассалам, эти 3 месяца я постараюсь вас не огорчать, только порадовать. Кстати, информацию про чаперлоевские тейпы мне тоже придется полностью тоже сделать. Рикхуай, Садуай, Нижлуай, Уарсуай, Макажуай, Хуай вроде бы я делал или нет, но посмотрим, тоже сделаю. Потом будет еще очень жарко будет и интересно будет. Вот. Ну, честно сказать, интересно впереди. Сажим пока холодуш положение решила, но ничего, мы будем идти по этому. Башлам Сайтиев, когда подписался на тебя, Башлам Сайтиев, когда подписался на тебя и министр Амут? Я не знаю. Ну, погоди. Бувейсера я знаю, мы с Бувейсером знакомы. Очень Бувейсер Сайтиев Сундукуез. Это наш народный спортсмен, герой, которых, в России таких, как Бувейсер Сайтиев, нету больше. Не было и нет. По крайней мере, пока. Вот. У чеберлоевцев есть 2 типа. Уарстхуай и чебер. Уарсуай, не Уарстхуай. Уарсуай. Вот. Миф насчет рикхоевцев, миф о том, что рикхуай там кто-то пустил, нарнийцы пытались тоже пустить лабуду насчет рикхоевцев. Этот миф я уже полностью разоблачил по поводу материала я уже нашел. Рикхуаец на хилма беззара исконно нохче тейпду, цутящие куяц. А все вот остальные мифы, которые распространяют, как про Варандоя, про Гуна и все остальное, из-за воя в небытие отправим, и есть на то полное основание. Но я, честно сказать, не думал, что будет такой, как говорится, беношхляц дух материал публиковать и нас. Скоро я должен в основном беноевские сражения я тоже скину обязательно, да. Бенои принимали самое активное участие в истории нашего народа, поэтому есть такая тема. Я почему в основе своей Алруай, Бенуай, там Цуантруай, я пытался их как-то оставить на последнюю, как говорится, очередь, потому что это одни из таких больших тейпов чеченских. А про больших всегда говорить немножко
как-то неправильно, когда ты про сильного. Нет у нас в нашей культуре как раз таки такого, чтобы там сильного хвалить, слабого, нет. Всегда на равных, поэтому мы... Интересное будет впереди, да. Вот. И задонатил Русланбек Буарз. Русланбек Бошел Буарза, когда заходит, всегда донатит. Аллах да духу ахвалу Русланбек. Будеснек эзашка соудакил. Так, дальше. Башлам, что ты можешь сказать про котел нашего народа? Ну, что он был, могу сказать полностью. Это уже не выдумка, это не вымысел. Поэтому жим-жим. Да, уаха, ой, болбекбук в этом направлении. Ну, я думаю, что котел это символ истории нашей. Котел, печать. Башлам. В советское время я не слышал, уарство все называли свои тейпы цечу, межвой. Ну, потому что это не было, это вот тема, чисто, честно вам скажу, соседнего региона, вот в Ингушетии вот эта тема. У нас в основе своей ногчи и все, наделок. Вот. Нет, я не буду никого добавлять и не собираюсь. Вот. Если есть вопросы, задавайте, я отвечу. А вот когда отправят запрос, я посмотрю. Вот. Что мы хамаш душим. Да, Чинхо, этот момент резко поднялся в начале 90-х годов, 91-е, 90-е, 91-е годы. Были некоторые ксероксы, которые мне присылали, которые у себя в паспорте написали Уарстхуа или записали там Мелхи. Единичные случаи это были. Вот. Но оно под собой основания дальше не имело, потому что началась война, и народ, тем более в военное время, вот такая вот психологическая, не знаю, характерная черта, присущая нашему народу во время таких вот катаклизм или военных действий, мы сливаемся, становимся единым народом. Вот. Ногчи истории язычу башламин массу аур одан диез ас он литрут. Аллах дерес хил да духу ахуэл хаздесинш айлардан. Так, да, вопрос, не стоит ли искать котел в наживтов? Нет, не стоит. Котел искать нигде не стоит. Это уже, его не закопали, его не спрятали, его уничтожили. Искать его сейчас нигде не нужно. Если даже найти, это крайне сомневаюсь. Сегодня Темишев четко сказал по этой теме. Ну, Муса, бывший журналист, если я не ошибаюсь, публицист, у него в этом плане Темишев, несмотря на то, что у меня были определенный период немножко недопонимания, так сказать, по его рассказам, которые мне, к сожалению, упрекали кумыки, по его словам, валикум ассалам, возникал вопрос, но сейчас мы уже, сейчас его выступление, особенно касающееся Уарстхуай, он говорит все правильно, четко, по делу и ничего лишнего. Башлам, ассаламу алейкум, Ауховский район будет ли восстановлен, как думаю? Иншаллах, имам Хасимов, он будет восстановлен. Никаких сомнений у меня в этом нету. Дальше. Башлам, а по какой причине имам Шамиль приказал уничтожить котел, есть информация? Конечно, есть информация. В его понимании чистота тейпов,
аристократичность. Это времена отбрасывало в государстве, в шариатском государстве, в котором он строил, отбрасывало нас как бы ко временам джахилии. Если есть чистые тейпы, то есть должны быть и нечистые тейпы. В шариатском государстве такого быть не должно. То есть не может быть хороших, плохих. Там должны быть все, в его понимании, все должны быть одинаковыми. Поэтому ни больше, ни меньше нужно было уничтожить. Я прекрасно понимаю это. Котел был парламент того времени. Котел был парламент того времени. Нет, парламент был мехкел. А котел это некий символ единения, так сказать. Когда собирались все вместе. Это, конечно, вот как-то так. Маша Аллах дал Сейдван, имам Хасимов, Дересхил, Самагат, Девижри. У кого есть сомнения, я хочу показать один момент. Посмотрите его и надеюсь, будет слышно это видео. Так, скажите мне, слышно или нет, чтобы было понимание. Особенно я хочу, чтобы кто говорил, что там особо делаешь. Эй, дир, вала, да, хакайц валне. Сейчас я постараюсь найти его. Ну, видите, когда я пошел перезагружать, мы потеряли человек 30-40, да? Но ничего. Стойкие остались. Так. Псидахир берзлой, псидахир нахши берзлой. Хотел показать вам, но, видать, я его... Как я его могу удалить, я не понимаю. Черт побери, бяшчуни, да. Я не мог его удалить. Как так-то, а? Великое выступление. У кого? У меня день рождения? Да это к тому, что я сказал, что в этот день я уже удалю полностью, уйду с интернета. Точнее, с Инстаграм. Поэтому спрашиваешь? У меня день рождения 17 января. Задайте Дону вопрос. Ага, вот оно есть. Так. Так, меня слышно?
таксаку голосовать для вас, это вы цагасты, кирсе хоть бы авария не брать, вы таки ночью из. Всем слышно было? Слышно было всем? Ответы на результаты, и те, которые говорят, что это было не против нас, не против этого или того подобное. Вот. Надеюсь, каждому все достаточно было понятно. Да, мелхи, ногчи, раски, войнуш, бацбах. А ты послушай, было бы. Мелхи, послушай еще раз. Таксаку голосовать для вас, это вы цагасты, кирсе хоть бы авария не брать, вы таки ночью избрать для богатырувяш. Вы таки мелхива избрать для албакуяш. Слушайте, уж масса барыжетахан. Вы там голосовать для в парламенте, баш, ханчул да, безивен, цигачи, раз ты безивен, ногчи безивен, мелхи безивен, я всех таксаку голосовать для вас, это вы цагасты. Думаю, понятно. Башлам двух стоил. Имам Хашимов. Не знаем. Доживем до 23 февраля, будет видно, Маша. Я как раз таки не о том, что он говорит, а как поддерживает его. Понимаешь? Нету возмущения, нету ничего. Нужны ли нам такие люди, говорит, в нашем парламенте и вообще, говорит, такие как чеченцы, русские и мелхи? Вот что он говорит. Остальные хлопают, поддерживают, обозначают, что они нужны. Но дело не в том, что даже разделить. Просто они свое отношение показали, и все. Если бы это сделал я, вот мне бы сразу сказали, что вот занимаюсь тем, что вот подстрекаю людей. Сразу бы сказали. Законный, Бухрустам, законный. Знаю, Борзик, я никогда не открываю. Я один раз открыл, бедные утырки, оно. И роха, зим рош тяхел. Данач, лачейн, парахцейлер. Поэтому я не открываю никогда никакие ссылки. Тем более, если я их не знаю. Не, ну, понимаешь, в чем, Борз, знаешь, в чем проблема?
Сказать ногчи можно там. Сказать газки можно там. На всякий случай. Мелхи можно там. Почему? Потому что у тех якобы земельные. Он же не сказал орстхай. Не сказал. Почему? Потому что большое количество, огромное количество орстхай проживает там. Он не сказал. Потому что если орстхай уйдут со своими землями, там будет недидиш положение. Понимаете? Вот вся проблема. Я, когда вот этот доклад прочел, вам сказал, абсолютно, я там все проблемы, переживания только по одному поводу. Вот. Если этих людей приписать, сказать, что они ингуши, они вот тогда становятся ингушскими. А если будут уарстхой, эти земли не относятся к ним, а остаются уарстхоевскими. Вот им нужна переформация. Я вам зачитал документ 1892 года, где говорится четко генералам того периода, что нужно ассимилировать карабулаков, уарстхой, и сделать их ингушами, чтобы они не воевали и стали лояльными к царской России. Документ есть, скинул мне его сам уарстхо. Это ни для кого не секрет. Башлам согласен, что так называемый ингушский это тот же чеченский язык, конечно, согласен. У нас один язык, один народ. Я вообще считаю нас единым. У них появился один хакер, говорит, он взламывает анкеты наших, если ник, я не ошибаюсь. Да, чихать я хотел. Башлам, тум суай, зум суай, брат, чин хуай, чан ты, тум суай, зум суай, братья, тейпы предания. Есть такое предание у Амада Сулейманова, можете посмотреть. Башлам, в Ютубе трансляция идет сегодня. Вопросы с Ютуба можно? Конечно, можно вопросы с Ютуба. Если в Ютубе отправляют донаты, мы берем их. Почему нельзя вопросы с Ютуба? Конечно, не то, что нужно, можно. Нужно задавать вопросы везде, где есть вопросы, что нужно спросить, где нужно лайкать, где нужно писать. Все, подключайтесь полностью, никаких проблем. Хамдац. Башлам, существует народное предание о том, как. Не понял я, о том, как, что. Ва алейкум ассалам. Да, восстаю духуа. Суна 2-3 человека, которые присылают через PayPal. Это один Рикхо, другой Мухаммад и еще Стрэнджер, кажется. 3 человека, которые в основном присылают, 3-4 человека, которые присылают донат с PayPal. Ты мне ничего не прислал. Айдайласа, дуакцей, то что его заблокировать. Если бы ты что-либо прислал, хотя бы 10 центов ты прислал, и были, которые 1 цент прислали. Если там пришел на Сбербанк, играет мелодия, вы все знаете. Аллах билла, суном за ахсё кудия бахтеш, бамунива. Ты приход ловишь, что ли, или что тебе, я не знаю. И, кстати, я больше чем уверен, что типа во время эфира ты сказал, что я отправил на Киви донат, Yes, магайтахум, хохечи эйл, асвеймата оло. Нохчи вала гала валаки, хохечи эйл, yes, ханчак самагайта. Вот. Сандегумо бош, да, чейн лучше. Там же видно, написано, номер для доната и поддержки нашего канала. Всем баркалла, все. Бошлам цацент саюэл ана датса кач хилмиксум. Алла асалам ал Мустафа сюг цасун цацедиши дошсан дочтек. Я реально уже пытаюсь, если я не отвечаю на вопросы, говорят, что я игнорирую. Когда я отвечаю на вопросы, тоже могу отвечать. Так, Башлам лайв. Издар, и тогда все ясно. Не понял, я понял. Без проблем доходят. Просто я с телефона рисую, и мне так легче в Ютубе слышать. Ибрагим Сулейманов. Видели ролик, где орство? Видели. Я еще раз повторюсь. Что касается орства,
На территории Чечни все записали себя, как и записывают себя, как чеченцы Нохчи. Они сделали 2 раза выступление, и оба раз они сказали, кем они являются. Что касается на территории Ингушетии, там уже они сами выбирают, кем быть. Быть им чеченцами, быть им ингушами. Я туда вмешиваться не могу. Что касается, если нас спросить исторически, я говорю, что мы один народ. У нас один язык, одна культура. Каково там давление и что происходит в Ингушетии, если там он запишет себя чеченцем или чем другим, я не знаю. Аллахи Аллаху. Я вчера призвал всех, кто проживает, особенно в Сидахе, там 99% проживают нохчи. Всем нохчи, которые проживают там, что сагатта вешундац, когда записываете, смотрите, что записывают ли вас чеченцами, нохчи, да язду, что яца язду, хауслаш, варилаш. Не упустите, смотрите, кто что записывает, как записывает. А проще всего и лучше всего записать себя, зафиксировать на сайте госуслуги. Госуслуги сейчас есть у всех, потому что в основе своей только через госуслуги во время пандемии получили там детские пособия и так далее и тому подобное. Поэтому у многих людей есть сайты госуслуги. Поэтому через госуслуги можно сделать регистрацию, провести и получить QR-код, что вы непосредственно прошли перепись населения. Вот. Что я еще могу добавить? Мы никто и никому не может навязать ничего, понимаете? Я не собираюсь. Ща нохчевик, нохчеву, воцег, цундаун дацвой. Но еще раз я говорю, в дальнейшем говорить и ссылаться на то, что была война, на то, что там были казаки или русские, или кто-то мешал, в 2021 году никто не будет. Само собой, посмотрим, сколько будет официально нохчи в местах. Да, абсолютно верно, нохчи Мелхи, абсолютно верно. То же самое касается всех ауховцев. Ауховцы это 99% представителей нашего народа. Вот. 1% оставим, 100% говорить мы не можем. Башлам, тут говорят, что в эфире с Шамилем. У меня удален? У меня не удален ни один эфир. Там подряд 3 или 4 части надо посмотреть. У меня не удален ни один эфир. Кто удалил? Мои эфиры, личные мои эфиры, тем более, не могут быть удалены. И мне сообщение не пришло, потому что там нету ни оскорбления, ничего такого нету. Сейчас посмотрим. Да нет, все они есть. Вот я зашел, смотрю, здесь есть на Ютубе его не было. Вчера Ютуб канал не включили. Шамиля не было. Вчера наш брат, я зашел поздно. В 1 часу ночи на Ютубе не было просто. Все, что есть, у меня на этом Башламе 3 девятки канале есть. А на Ютубе его нету, потому что вчера Ютуб канал не включили. Вчера у нас был 3-часовой марафон. Просто небольшие были затруднения у меня. Пришлось зайти чуть позже. И хамакачня, нахарчиш, хамакачня. Я сразу зашел и сделал. Как эчуя появились Силхароя, короче, это... Так что вот так вот как-то. Вчера в эфире у нас побывало, после эфиров, где-то в пределах до 1000 человек. Вот за все эти 3 часа. Башлам, нохчевуй, ума бог, просто обидится день свой. Не знаю я, что там Русик думает. Да, правильно. Там, что он думает, Эла, Махел, Нохчи и Цахел сейчас сосцегать тохом. Такого нам не нужно. Сейчас вот ча ответла.
Да, у нас очень много материала. Материала про адыгов, взаимоотношения с адыгами. Вот, очень много материала сейчас потихоньку собираю, взаимоотношения с соседями грузинами. Тоже очень позитивные, хорошие, братские, поэтому интересно впереди. Какого черта ростховские земли, они, эти земли... Ну, сейчас это очень сложно. Небашлам в Грозном он говорил, что он чеченец. Не знаю, что он там говорил. И нам поступил донат. Ассалам алейкум нохчи эла. Вот такой донат поступил от Умара. Умар, ва алейкум ассалам. И тебе, брат, Децун. Вот. Когда приходит, я же говорю, мелодия, дзынькую. Я сегодня заполнял анкету в госуслугах, но там не было графы национальности. У всех так... вроде бы есть там графа национальность, божество. Язык там указывается. Конечно, существующий язык нужно записать, а иначе, если туда вписать несуществующий язык, то автоматически компьютер сам будет распределять с учетом проверит. То есть, кто проверит и скажет, кому относится, вот туда и припишут. Боюсь, что в этом случае орсхоевцам немножко не повезет, потому что многие деятели, которые считают, что диалект орсхоевский, по идее, на самом-то деле старше, но как субъекта федерации у Орсхой субъекта нету, Карабулаки нету, поэтому его автоматически могут приписать к ингушскому. Так что это уже как пить дать. Вот как-то так. Вы должны понимать, что они будут проверять в любом случае, испортить, не испортить анкету, если не существующее записать. То есть там не записывают тейпы, там не записывают вары, гары и так далее. Там народ и язык. Все. Язык у нас один, вне всякого сомнения, но что будет с орсхоевцами, которые в основном принимают нейтральную сторону, я не знаю уже. Честно. Какой Турпал Айл? Можно узнать? Походу у тебя депрессия, PayPal. Вот я тебя буду называть PayPal. Ник у тебя, конечно, не такой, но у тебя, походу, хандра и депрессия к концу месяца, походу. Может тебя взять своим собственным бухгалтером, будешь считать мои затраты, сколько что пришло, чтобы я тебе все передал, и тебе будет проще тогда. Ты гонишь, man. Ты Антонио гонщик. Вот. Депрессуха у тебя. Хасану чара, таким как ты, делать в стримах нечего, честно сказать. Тупой троллинг у тебя. Тупой троллинг. Так вот. Дальше вопросы. Вот это... Ты про этот ролик говоришь? غلا يمتحور حلق أزوجي أنت حلق ديان دولج архивный киатыш суворо перешел Альпы благодаря ингушской сотне она киатыш да غلا يمتحور حلق
азюхши антыз халгадион. Доложил архивный киахтыш. Суворов перешел Альпы благодаря Ингушской сотне, она киахтыш, да? Этот ролик мне сегодня прислали человек 50, если не меньше, не больше. Это правда, что черкесов в мире 20 миллионов? Нет, неправда. Конечно, неправда. Какой русик? Где Русик и Амад? То... Какой Амад, какой Русик? Башлам, а что знаешь из нашего нарского эпоса? Ну, знаете, давайте я про фольклор не буду ничего рассказывать. Это немножко другая тема. Выделим какой-нибудь день чисто для, так сказать, для изучения, публикации чисто фольклора нашего. Но это их личное дело. Не знаю, где-то у себя тусуется, наверное. Мирных строителей, это их проблема. Говорят, что да, ну, доказательства. И про золотое руно тоже говорили, что это, ну, знаете, я вот к таким вещам очень скептически отношусь. Поэтому хацу нужны. Соишт хамашах баш тишец. Бламбергом начали уже себе. Джоан Бламберг. Пармат сугубо чеченское слово. Пармат, ты Пармат бить мегагдец. Пармат бить. Башлам, еще раз поставь последнее видео. Не понял, о чем он сказал. Хелла, шейх Мансур был... غلايم تحور حلق азюхши антыз халгадион. Доложил архивный киахтыш. Суворов перешел Альпы благодаря Ингушской сотне, она киахтыш, да? غلايم تحور حلق азюхши антыз халгадион. И бог валах, и дукы. Я не знаю, честно, я не встречался с такими документами. Не видел. Во времена Суворова он говорит, что во времена Суворова были Ингушская сотня. Хотя я очень сильно сомневаюсь. Ну да ладно. Это меня не касается, честно сказать. Это их личное дело. Ну, прямо я не знаю, почему мне это сегодня скинули все. Если бы это касалось нашей истории, это одно дело. Не знаю, может он дальше оскорбляет наш народ или нет, я не знаю. Что-то искал. Ну, он хотел взять не Кавказ, там есть определенные
оккультные места на Кавказе, где якобы зародилась цивилизация. Вот он искал. Говорят, что он искал в основном на Эльбрусе. Вот. Насколько это достоверно, так ли это, на самом деле, была ли причина нефтеперерабатывающая Суворов мируя? Ну да, понятно, юрта. Ну и вопросики у тебя. Суворов, это вокстак хлопы. Не знаешь Суворова? Очень странно. Суворов, конечно, еще тот. Кажется, такого звания, как Суворов, никто в России не достигал. Вроде бы. И Аллах, кто-то через PayPal задонатил. И дерез хил, да, духуах, вайл, будеснак, эзершка, соудах хил, особо приятно, когда братья или сестры через PayPal отправляют, значит, европейские ногчи с нами, и мы одно единое целое, дал сей душу зуне. Тха урам Нурадилова бу, тхан дехар урам Суворов бу. Генералиссимус Суворов был такой. Большая вина лежит и на Уарстхай, а это фитня боглест, да. Приезжала группа Эдельвейс в 42 году. Ну, не приезжала, десантировали ее. Мы русские, и с нами Бог. Между Аллах, ой, он где она? Ты сегодня не выспался? Суворов, как и Кутузов, крещенный татарин, все заслуги, которые геноцид нагайцев. Да, насчет геноцида нагайцев, это, конечно, на Суворове, его знаменитая фраза. Россия для русских, Москва для москвичей. Вот еще этого добавить, все остальное вы уже перечислили здесь, башлам. Мы на латинице писали раньше? Да, писали. Латинский алфавит мы использовали. Башлам, что думаешь в будущем Чечне, что будет, если мы станем государством? Если мы до этого уровня дойдем, потом будет ясно. Ты говоришь, что в целом против ингушей ничего не имеешь, но каждый день, каждый второй пост у тебя... О, Галгай, ни в целом, ни в половинку. Даже сегодня почти что вообще не говорили о Галгаях. Это раз. Во-вторых, когда заходит и кто-то задает мне вопросы про ингушей, кабардинцев, черкесов, я про всех отвечаю на вопросы. А каждый второй пост, он вообще, Аллахи бацк. Сейчас я вообще от этой практики ухожу. Это ингуши или жители Ингушской республики? Башлам, твоя точка зрения, Аллах, это ингуши или жители Ингушской республики? Моя точка зрения, жители Ингушской республики, которые живут в своем отдельном субъекте, в мире согласия, и да, халитилху, шмок, шмяш, бах, и тилху, чтобы у них все было хорошо. Не думаю, Бламберг, что он имел в виду именно в таком понимании государственность. Наверное, имел в виду. Ну, пока я считаю важным, мы не должны быть катализатором разделения или деления от развала российского государства. Нет, ни в коем случае. Нельзя допустить, категорически нельзя допустить того, чтобы чеченцы опять называли непосредственно виновником всего этого. Ногчи больше не поведутся. Мы не позволим и не должны позволять, чтобы кровь лилась нашего народа. Пускай еще лучше, пускай этим занимается, мы должны заниматься образованием. Деша, деба, даха. Кывен хам ивешдат. Деша, деба, даха. Живи, учись, размножайся. Самое главное должно быть.
Туамбовайн Иштахашум Самагатэш, не ведитесь на этих провокациях, пускай, если кто хочет этим заниматься. Противозаконными вещами нам заниматься не нужно. Достаточно крови. Куда еще больше? Ни один народ в 21 веке не потерял столько людей, сколько потеряли чеченский народ. 300 тысяч человек. 300 тысяч человек. Ни один северокавказский народ не потерял столько людей. Не могу сказать, потерял ли даже во время Великой Отечественной войны, я имею в виду отдельные народы кавказские. Не потерял. Хватит с чеченцев. Мы хотим жить, мы хотим учиться, мы хотим развиваться. Понимаете? Вот. Поэтому мне вот эти разговоры остальные не нужно. Поэтому надо понимать эти все вещи. Пока мы воевали, пока нас убивали, люди по краям говорили, что у нас несуществующие герои, что в Кавказскую войну все чем только не занимались. Что думаешь про ситуацию на Черноморье? НАТО хочет начать войну. Думаю, в НАТО не думаю, что настолько глупые, что начнут заигрывать или делать. Расширение сфер влияния натовских войск идет давно. Но идти против ядерной державы, коим является Россия, боюсь, что никто не посмеет, если они не дебилы. Если пойдут на крайности, Россия имеет достаточно арсенала, тем более Европа, которая находится под боком, никогда в жизни не будет рисковать. Расширение сфер влияния натовских войск, оно будет. Для нас это опасно, потому что если вдруг НАТО будет в Грузии в данной ситуации, это чревато чем? Любое проблемное отношение к нашим соседям Грузии, оно негативно влияет на весь Кавказ. А Кавказ должен быть единым, монолитным, целым, дружным. В этом плане мы должны понимать, что нельзя допускать вот этого. Поэтому нужно очень осторожно быть со своими желаниями. Мы не представляем, еще не знаем, что для нас хорошо, что для нас плохо. Но история Кавказской войны показывает многие ситуации. В тяжелый момент бросают нас, оставляют, допустим, кому, как не черкесам, известна эта ситуация касаемо распространения и вообще политика атаманской Турции. Кому, как не дагестанцам, известна политика Персии, и Ирана, которая фактически имела чуть ли не до самого Сулака, все территории были под Персией в разные времена, стравливая одних против других. Вот. Само собой и Российская империя, которая вначале с многими народами договаривалась, потом, как укрепилась, уже начала, само собой, вести в те периоды политику гегемона, которая, как империя со своими амбициями, она распространяла всю свою власть. Конечно же, могущества и пика, как было при Екатерине, не было ни у кого, даже, если я не ошибаюсь, даже во время СССР. Хотя тут, конечно, тоже во время СССР тоже 300-миллионная нация. Но это, как говорится, уже другая история. Надо это понимать. И ни до чего хорошего это нас не доведет. И не доведет туркоманы, если они придут. То есть они будут свою политику толкать, другие будут свою политику толкать. Нохчи чуна, нохчи сан вежри, цанца в жизни хигбац, хирбац, яхилабац. Вей нохши, вей диш сандук, вей кечан дизердачун. Если вы думаете иначе, вы очень сильно ошибаетесь. Принцип единства мусульман, он не прокатил. Он не прокатил на Ближнем Востоке, он не прокатит и на Кавказе. Кто бы что ни говорил.
Вот под этими принципами якобы единства обманутые, наивные ногчи погрязли в войнах. А сегодня те, кто втянул в это все, они живые, здоровые, получили какие-то свои задания, получили какие-то за это свои награды, живут по всему миру, а бедный ногчий народ, бедный именно, потому что он втянутый в эту авантюру, оказался буквально на 20 лет изолирован от всей земли, потому что какие только грехи к нам не цепляли, называли террористами, называли всем что угодно по всему миру. Сегодня Голливуд набирает обороты, которые до сегодняшнего дня, каждый второй фильм они уже начали, где-то Аргун, где-то там, базы, вечно боевики, убийцы и так далее. Ни один из них не снимает нормальный художественный фильм, исторический, там, о несправедливости и все остальное. Даже являясь такими демократическими якобы взглядами, американцы и Голливуд снимают нас только худшим. Даже показывая футбольную команду, они показывают, что она худшая, террористическая. Последний фильм Джеймса Бонда, который был снят, опять же, на границе с Россией, какие-то разборки, приезжает 95-й регион, новые рейндж-роверы с 95-м регионом. Вот так весь мир в течение 20 лет освещал нас до поры до времени. Потом потеряли территории с сопредельными регионами. Это было и во времена Кавказской войны, и после Кавказской войны. То же самое. От прикаспийских земель отодвинули назад Междуречье, от Междуречья подвинули еще вверх, загнали в Аух. В конце концов и Аух забрали, переименовали его, назвали в Новолакский, Казбековский район. То есть все происходило поэтапно, мы только теряли. И что мы можем еще сказать? Мы похруди ногчкилову, ват, сунаэтра, сунсаун точно. Вот такие вот ситуации, друзья мои. Вежри, к сожалению, у меня осталось до конца 2 минуты эфира. На этом, наверное, я сегодня остановлю. Мы с вами увидимся в среду. Возможно, увидимся в среду. Если будут вопросы, если будут пожелания, что-то, карты интересное, скидывайте ко мне в директ. Сегодня где-то человека 3 или 4 задонатили. Аллах да сааду эл болдисник эзашка солду акил визиндер. Дал эхту буэл, дал масудику мансани мехтват дал. Огромная благодарность всем, кто лайкал. Не забывайте подписаться, оставлять лайки. Не забывайте обязательно комментировать. Я желаю всем моим братьям, сестрам, адыгам, черкесам, лезгинам, всем, без разницы, грузинам, ингушам, кабардинам, всем желаю мира, счастья, всем соседям всего наилучшего. Поэтому, если будут вопросы, пишите в директ, обязательно отвечу, не оставлю без ответа никого, пообщаться и само собой. К сожалению, дальше продолжать сегодня не вариант. Вот как-то так. С вами был ваш брат Башлам на канале Башлам 3 девятки. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бюстех алеоил, адекюэл. Budu gente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بيشتغل المصيرة تايم بي وشادة وطانت يعو بيسنبادك ديش خطيق يغي في رأي يتريلا
Всем спасибо за лайки, дерецо, братва. Вежи, иже, дерецо, масана. В среду гурду, да, мула.